Почем это позавчера приготовлено? Первая остановка, первая гимназия и сразу нарушение. В холодильнике не оказалось маркировок на ланчбоксах. С меню здесь тоже не все в порядке. Полукопченая колбаса. Здесь же манты идут. Ну, нагрузка для организма какая? Хотя руководству школы есть на что сетовать. В этой небольшой столовой питаются 380 учеников в день. При этом самих детей взрослые хлопоты, похоже, не беспокоят. Нас кормят мантами, вкусными пельменями, еще сок дают. Больше всех нравятся пельмени нам. Да. Тоже они вкусные такие. Второй пункт в маршруте – 127-я школа. Особых нарушений здесь не нашлось. Вопросы только по теплым, но не горячим блюдам. По системе ланчбоксов и в школе разогревают и накладывают за 5 минут до звонка на перемену. Однако из-за этого время они успевают остыть. Это школьная столовая-ресторан. Здесь питание организовано по системе шведский стол. Ученики сами себе выбирают блюда. При этом цена остается такой же, как и в заведениях, где подают ланчбоксы. Таких школ в Казани всего 16. В ходе рейда депутаты посетили 3 столичных учебных заведения. Это первая гимназия, 127-я и 171-я школы. Было вот не везде указано, непонятно, когда приготовленное блюдо, но нам сказали, что это недостаток исправить, что каких-то вот грандиозных замечаний мы пока не выявили. Свои замечания по ходу проверки депутаты выскажут завтра на заседании комитета. А уже с 1 марта свои жалобы по питанию смогут оставлять и ученики. В тестовом режиме в 2 столичных школах запускается приложение «Поел доволен». Школьники смогут фотографировать обеды на свои смартфоны и оставлять о них отзывы. Салават Махмадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань.